Глава Башкортостана Ради Хабиров в рабочей поездке по Илишевскому району. И мы отправляемся в Верхнеиркиевскую центральную районную больницу. В 2018 году в Верхнеиркиевской центральной районной больнице пристроили новый корпус поликлиники. Он рассчитан на 250 посещений в смену. Это наша регистратура, открытая это регистратура. Вот она уже сделана вот по современному. По бережливому производству, да. Администратор у нас с средним медицинским образованием, который распределяет пациентов в температуре сразу в кабинет неотложки. На запись приходит, в регистратуру направляет, они записывают. Есть возможность электронной записи, да. Кто сидит, ждет. Вот больше как записывают? Селяне, наверное, приходят сразу. По регистратуре у нас где-то более 35% все-таки пока идет. Звонят, да, бабушки приходят. Да, столько же у нас по контакт-центру. По колл-центру все-таки молодежь тоже пользуется. И чуть поменьше по госуслугам. Где-то около 5. Очередей сейчас нет у вас? Здесь нет очередей сейчас, потому что все-таки по записи приходят учатся. Единственное, бывает, что из деревень бабушки приезжают, их постараемся принимать сразу, или втиснуть, или в кабинет неотложки отправить. Это вот навигация. У нас где что располагается, каждая полоса. Вот красная – это emergency, оно в одном смысле. Да. Вот здесь уже написано, при входе все видно. Очень удобно. Да. Из тяжелого оборудования новый цифровой на 3 рабочих места, плюс маммограф. Это вот наши достижения. Сюда в рентген-кабинет пришли, в рентген привели. Здравствуйте, наш рентгенолог. Вот это основной рентген-аппарат. Здесь мы до 4 работаем на этом. После 4 у нас маммография. Вот таким У нас раньше маммографа раньше не было. Смогли установить по проекту вот это оборудование. И раньше мы ездили в другие города, вот сейчас таких проблем нет. И даже Дюртюли, к нам приезжает, такая практика. У меня просит маммограф не хватает. Мы сейчас, наверное, будем несколько еще передвижных покупать. Да, потому что вот у вас хорошо, что есть, а в целом ряде многих районов нет. Да, и рентген какой. Мы смогли оснастить, огромное спасибо. Да, огромное. Просто все радуются. Здравствуйте, Гульшат Флоридовна, райпедиатр. А что у вас, вот скажите, с педиатрами, с терапевтами? У нас неплохо, у нас вообще с укомплектованностью хорошо. По одному участку терапевтическому и педиатрическому не укомплектованы, потому что уехали в клиническую ординатуру учиться. По узким специализациям, да, поэтому мы как бы оголились. Но... То есть первично у вас так... Да, хорошо. И узкими специалистами в этом году. Потом, Ради Фаридович, по вашей программе мы одного стоматолога смогли из частной системы вернуть, а врача-лаборанта удержать за счет миллиона. Через наши деньги? Да, работавшие несколько лет уже не смог. И которые раньше не получили? Вот чисто так 150, которые. Да. Ну, здесь, конечно, совсем другое, да? Да, здесь детская часть специально тоже под тематику. Новая модель поликлиники здесь предусмотрена. Это вот уголок детский в ожидании. Дальше отдельный вход. Теперь у нас не скрещиваются детские и взрослые покои. Здесь вот точно так же, то есть могут администрация. Зона кормления за ширмой эти женщины заходят. Здесь раздевалки, каталог. Там Картотека там у нас. Красиво. Типичные кабинеты. Я даже у себя такого не видел. Это что это? Это вот комбайн для детей, чтобы можно было обследовать и лечить. Здесь все есть. Сразу и обследовать и лечить тоже можно, да? Да, и здесь вакуумировать можно, даже подогревать лекарства. Вот все здесь работает хорошо. Здесь для спринцевания, для лечения. Тут к нему подойти страшно. Это горло лечить деткам? Это и горло, и уши обследовать, получается, и нос. Первый раз такой вижу. Я тоже, я не видел. Старый стул был, Владимир Фаридович, и лампочки Ильича было раньше. Нет, я много обошел вот за это время моей работы всевозможных больниц. Вот такая. Всю жизнь мечтали об этом. Да. Здорово. Мечты сбываются. И детям, наверное, не страшно приходить. Да. Ну, меньше стали плакать дети уже. Плакать, да.
Рахмет. Это у нас... Это у нас женская консультация, здесь все. И прием гинекологических, беременных женщин, и дневной стационар, и диагностический кабинет, и УЗИ есть, кабинет планирования семьи. Вот мы с Центром семьи межведомственное взаимодействие проводим. В этом кабинете их психолог и соцработник консультирует женщин по графику. Тоже очень удобно. У нас у самих в штате нету психолога, а в этой службе есть. Вот здесь бы мы хотели показать. Гипероскоп, тоже диагностическое оборудование. У нас врач-акушер-гинеколог владеет этой техникой и работает на ней, диагностику проводит. Родильное отделение есть, да? Есть родильное отделение. Это, вы... Это в стационаре. У нас. А, в стационаре. Это вот у нас женская консультация, а стационар... А что с рождаемостью падает? Или... Пока на уровне, значит. Пока на уровне, но Ну, то ежи- есть вот, Снижение идет. Есть относительно уменьшение. там, А да. смертность по району вы сократили? Сократили в этом году у нас уменьшение, да, на 44 человека меньше. Ну, Дай это Бог, да, чтобы так было. А в целом по республике, вы знаете, почти Да, 2500. у нас повыше. Ну, то У есть- нас там 12 промилле, у нас 13,6 промилле, чуть выше, потому что у нас и 29% это лица пожилого возраста, удельный вес пожилого населения у нас У в вас районе большой больше, да. получается, Смертность от трудоспособных в этом году ниже. Но вы поддерживаете врачей молодых там? Земельный участок, еще Квартиры, все. выплаты. Да. Из жилищного служебного фонда 24 у нас у врачей. В этом году 4 врача получили, и 9 мы арендовали пока за счет больницы, но в течение года-двух у нас эта проблема решается. Вот в таких условиях. Вы в Уфе работали, да? Да, я в Уфе работала. где? Я работала в ГКБ номер 13. Ну, я думаю, что года. здесь получше, чем так. Все устраивает, все хорошо, спасибо. Спасибо. У нас есть такой уникальный кабинет охраны зрения детей, где у нас несколько видов оборудования, лечомиопии, амблиопии. Вы врач. Клинический ординатор, офтальмолог, мы, потому что наш на больничном, мы привлекли, второй месяц у А нас вы сами работает. из Илического района или нет? Нет, я из Благоварского района. Благоварского, но вот вас, вот, когда мы начали эту практику координаторов раскидывать, вот вы здесь сейчас работаете, Да, очень выручает. Но полезно вот для вам же еще учиться. Ну да, полгода еще учиться. Для опыта Для учиться. практику. Но вы же какую-то зарплату получаете, Конечно, что-то, да? да, То есть да. все равно что. А вот здесь вы приехали с Благоварского, вы ездите или как? Или, ну, Здесь наверное, мы снимаем жилье. жилье сняли? Вот. Да, предоставили жилье, тепло Ну, приняли. жениха еще найдите, она точно. Обязательно найдем. Уже уговариваем, работаем. Вот эта практика В этом очень направлении. хороша в этом плане, потому что мы в прошлом году акушер-гинеколога таким образом да. оставили. Спасибо. А это оборудование, да? Да. А что такое комната охраны зрения детей? Это офтальмолог или что? Или что? Тренажеры для глаз, для того, чтобы вот, миопию лечить, близорукость, косоглазие и Как так далее. физиотерапия. Для глаз. Сейчас это вообще бич, наверное, для детей, да? Да. Они же все Да. то этот... Гаджеты, компьютеры, И телефоны. это все... да. И как лечебные, и как профилактические. Мы думаем, что Ну, мы а это вы вот раскроем. завершите, какие планы у вас дальше? Ну, в планах приехать сюда. Приехать сюда, Да. да, уже, Молодец. да. Диспансеризацию одного дня проводим. А, Профилактические, школу здоровья проводим. Вот. здоровья. Все условия, все есть. Вот тут у нас все исследования проводим. В одном ОКГ. месте. А как вот это делается? Делается объявление или предприятие, или как это вообще просто расскажите? Вот По графику. по графику, По графику, так. да. В субботу, да, или в субботу, например, да? В субботу мы даже диагностические службы вывели, чтобы лаборатория в этот день могла Сколько времени принять. занимает пройти вот эту специализацию? Сейчас это занимает 1 день. То есть это анализы, осмотр, Да, да. беседа, Да. и потом уже по мере необходимости Анкетирование, да, да, и диагностика. специалисты уже Да, да, получается. да. так? Это уже на второй этап, если по необходимости после терапевта направляем. Ну, помогает это? Вот, Очень хорошо помогает. У нас в этом году Мы 9 случаев онкологии выявлено, никогда. 7 из них выявлено на первой-второй стадии. процент какой у вас охвата взрослого населения? Есть Ну, понимание? сейчас у нас есть план, больше 6200 человек. Вот этот план мы выполняем пока полностью.
хирургия как у вас? Стоматолога у нас есть. Вот в хирургии мы в прошлом году сделали хороший капитальный ремонт за счет заседания республиканского бюджета оперблока, но оснащение требует замены. 100% износ, наркозные аппараты, ИВЛ-аппараты, лампы бестеневые. Но Требует подали замены. заявку? Подали в Минздрав. Очень надеемся, что получим. Мы переходим в старую поликлинику, специально путевку переход сделали в рамках проекта, чтобы и людям было удобно переходить. Старый сейчас так удобно, что 9 терапевтических участков, у каждого терапевта свой кабинет. Спокойно, они Да, сидят. да, именно терапевтическое отделение в поликлинике получилось. Вот, здравствуйте. Вы же извините, что не из-за меня вас задержали или еще рабочий день? Хорошо. Здесь 10 лет назад было 600 ремонт. человек в день проходил, Рафаэль, здесь дышать нечем было, и друг на друге стояли. Это тоже терапевт. Здесь вот мы компьютеры буквально на этой неделе обновили, получили по нацпроекту 36 компьютеров. Именно в первую очередь первичку обновили. Были плохие. У них теперь здесь встроенный скайп есть, который у нас несколько лет папов уже могут общаться по А скайпу. папа как у вас? Вот, вы тоже закреплены за конкретно? За терапевтами. То есть у вас есть несколько Да, на папов? моем участке есть житейский прав, с которым мы связываем с помощью скайпа. И вы можете вот просто Да, проконсультироваться, да? можем продемонстрировать прав. Рафаэль, это тот ФАП, в прошлом году вы меня подняли, помните, спросили, вот этот ФАП, который самый дешевый, вы построили? Да. Помните, вот этот ФАП? За 3 миллиона, который в рамках федеральной программы тоже построен. Здравствуйте. Это фельдшер Литейского ФАП. Как дела у вас? Хорошо. Сегодня приходили кто-нибудь к вам, люди? Обращались? Обязательно у меня 7-8 дней. Вот 8 человек в течение. А детей сколько у вас вот на вашем участке? 70. 70. Детей у меня, да. И До как? года пока 3, 2 беременных. У вас там Ой, блин. аптека есть в вашем ФАПе? Да, если Да. мы То есть хороший продаем. Да. У них не аптека, они сами, мы сами взяли реализуют. лицензию, обучили фельдшера, и она привозит и раздает лекарства. У нее есть специальная Ну, комната. для меня это аптека. Ну, то есть Да. в любом Да. случае главное Да, место, однозначно. где жителю не надо в Яркеево ехать, он там Через фельдшеров мы работаем. через да. фельдшеров. Ладно, спасибо, до свидания. Спасибо. До свидания. Ради Фаритович, там тоже люди просятся с вами сфотографироваться. Вот. Поздравляю вас, конечно, с таким замечательной поликлиникой. Очень рад. И вам всем спасибо, что работаете здесь, что не сбегаете никуда, что наших селян не оставляете без медицинской помощи. А мы, в свою очередь, вот, как говорили, будем вас всегда поддерживать. Спасибо. Приезжайте в гости. Спасибо. В прошлом году поставили задачу, да, вот с бюллетенями, с больничными, чтобы не ездили. Да. Ну, чтобы если человек болеет, в деревне находится, чтобы он пришел в ФАП и фельдшер ему выписал. Но для этого нужно было синхронизировать связь с терапевтом. Вот эту историю, ну, по крайней мере, вот здесь я вижу, что ее решили. Это психотерапия у нас на этот корпус. Мы хотели бы стоматологию. Долгое время же туда не обновляли технику, поэтому в этом году вот приняли такое решение. Сейчас в этом году нам... Вообще правильно же поступили. Очень. Все-таки стоматолог это тоже такая... Я считаю, вообще Ведь все каждый болезни человек от проходит, да, и каждый человек обязательно он хоть раз добывает. Значит, у нас подрядчик, туристическая организация. Здесь мы ремонт. Здравствуйте. Заведующий отделением Розовая Альбина Анасовна. Вы стоматолог, Очень приятно. Да, врач-стоматолог. Вот здесь вот ремонт делают. Вот подрядчик. В этом году из республиканского бюджета мы получили 10 миллионов и половину корпуса вот этого двухэтажного здесь бактериологического, стоматологическое. Тут будет и детская, и взрослая стоматология, да? Полностью. А врачи-то есть?
Врачи есть, но будем еще привлекать. Надо, да. Стоматологов у нас в этом году 2 приехали. Всего их у нас 12 человек. В принципе, неплохо, мы считаем. да, С зубными зубные врачами, врачи. зубными чтецами. У нас очень старое У оборудование. нас нету дентального рентгена, тоже мешает. И Изношено на 100% все. Кресел нет. Мы когда сядем, вы письма подготовили, нет? Я вопросы вот подготовил. Хорошо, вопросы есть, да, ну можем тогда, я тогда дам решение. Потому что я Чтобы считаю, что помочь вам как. стоматология – это здоровые зубы, это здоровый организм. Абсолютно, Профилактика всех. абсолютно. Вот мы недавно читали, что плохая больная восьмерка дает васкулиты и А вылечивание. я поэтому вот в школу-то и хотел, чтобы в школах важно ведь что? Я каждый раз детей научили правильно зубы чистить и вообще за основными гигиеной. Хотя бы этому получать там после какого-то, ну и ловить их моральных там кариесов и так далее. Но у нас есть санируем, мы так даже в школу выезжаем. Это профилактика всех инфекционных болезней, неинфекционных болезней. Потом будут девочки расти здоровыми. Они потом Хорошо, давайте мы... мамы рожать смогут да. здоровыми. Я министру подскажу. А сколько, не считали, сколько нужно оборудования? У нас есть список, мы справку подготовили, Ради Фаевич. Какая сумма? У нас где-то на 2,5 миллиона получилось. Не так много, вроде Но главное, скромных рентгенаппарат нам тоже обязательно, конечно, у нас. Молодые, шустрые, быстрые. Да, у вас какие-то молодой. А фельдшера уже, наверное, Фельдшера пожилые, 47 лет средний да? А это возраст. еще ничего. 47 лет. Я говорю, фельдшера, Да. Я уже вот видел, уже пожилые. В этом году 50, уже, в этом году есть. 2 или 3 же пришли на У нас работу. А, уже 4 молодые. фельдшера в этом году по земскому фельдшеру пришли. неправильно сказал. 4 крупных фельдшерских пункта укомплектовали. И вы сразу Спасибо. им выделяете Да, деньги? да, уже всё? они, даже получили, по-моему, уже Ну, в отлично. августе. Ладно, Поэтому спасибо большое. огромное Спасибо. вам Очень спасибо. здорово. Всего доброго. Спасибо. Спасибо вам за Так, мы поддержку. куда? Все ваши программы работают. Да, спасибо большое. Спасибо. Вопрос, позвольте, по поводу стоматологических вот для детей установок. Вы сказали, что передали не только детские, а что вообще за программы? Это просто, она не программа, а программа модернизации оборудования стоматологических кабинетов. Мы порядка 170 покупаем новых установок, представляете. И в те школы, где количество детей более 1000, мы туда, соответственно, входим. Это небольшое количество школ, но вот потихонечку будем по мере возможности увеличивать. Это вот программа «Стоматология в школе» называется, детская стоматология в школах. Она уже действует? Она начала действовать. Первых еще нету, мы только закупку сделали, но уже, считайте, я думаю, после Нового года уже я вам покажу первые примеры, где мы открыли в школах новые стоматологии. Спасибо.